от потерь и страха. Заревом кровавым пламенел, двух парней в растерзанных рубахах уводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый. Все при нем и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно, — «расстреляет!» Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем, сына, кто тебе милее, выбирает». Как в смертельной этой круговерте ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелаешь и врагу!» Мук таких сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу». Но тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет: «Уж не жить сыночком, не цвести!» «Дура, матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирает с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь.